Летом все, и приезжие, и местное население наслаждаются жарким солнцем и теплым морем. И мало кто задумывается, что именно в этот период риск заболевания кишечными инфекциями особенно высок. Чаще всего отравляются морской водой и несвежими продуктами питания. Кишечные заболевания касаются преимущественно детей. По словам главного санитарного врача города Сухум Аллы Беляевой, за июнь этого года было зафиксировано 329 случаев кишечной инфекции среди детей. Вспышка кишечных инфекций отмечается каждое лето, в основном среди детского населения. За исключением, пожалуй, прошлого года, который стал таким приятным, можно сказать, исключением. За весь год 2020 у нас было всего 650 случаев кишечной инфекции. Море было то же самое, вода та же самая, все было то же самое, за исключением одного. Люди мыли руки. Люди мыли руки, обрабатывали их антисептиком. В этом году, как вы видите, все расслабились, маски не носим, руки не обрабатываем, решили, что все прошло. И уровень кишечных инфекций вышел на прежний, допустим, сравнимый с 2019 годом. У взрослых также фиксируются единичные случаи кишечной инфекции, в основном у отдыхающих. По словам Аллы Беляевой, причиной заболевания кишечными инфекциями является употребление немытых фруктов и овощей. Не менее важно как для курортников, так и для местного населения поведение на море. Морскую воду пить категорически нельзя. Главное в профилактике – это соблюдение правил личной гигиены. Во-первых, мойте руки. Второе. Любые фрукты, овощи, как купленные на рынке, так и выращенные самостоятельно, сорванные непосредственно с дерева или грядки, обязательно нужно помыть. Нельзя их кушать в немытом виде. Следующее. Морская вода не предназначена для питья в принципе, да, поэтому не надо сажать ребеночка в прибой, когда его захлестывает волнами. Я понимаю, что ему весело, радостно, все это замечательно, но ребенок успевает наглотаться наиболее грязной воды, которая находится в зоне прибоя. Также нужно следить за детками, которые возятся на пляже, чтобы они не облизали камешки, чтобы они грязные ручки в рот не потянули, потому что камни на берегу чистыми никогда не были и никогда не будут. И если вы хотите покормить ребенка чем-то на берегу, во-первых, это должны быть не скоропортящиеся продукты, то есть не надо брать бутерброды, пирожки или что-то еще. Нужно взять либо сухое печенье, либо какие-то фрукты, овощи, то есть те вещи, которые не портятся. Заболевание кишечной инфекцией может быть вызвано и неблагоприятной водной средой, поэтому не стоит пить воду из-под крана. В летний период особенно не надо пить некипяченую воду из-под крана. К сожалению, ремонт наших водоразводящих сетей еще далеко не закончен. Все знают, что ночью отключают электричество, да? То есть образуются подсосы. Грязная вода попадает внутрь трубы и разносится потребителям. Где это произойдет, на каком уровне труба имеет трещину, никто выявить не может, пока эта труба не будет извлечена из земли. Вода в кране теплая идет, поэтому, пожалуйста, не пейте некипяченую воду. На сегодняшний день Сухумская инфекционная больница перепрофилирована под ковид-пациентов, поэтому при инфекционных заболеваниях у детей прием осуществляется в детской республиканской больнице. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева также отметила, что помимо кишечной также наблюдается и ротавирусная инфекция. В основном от этого страдают дети, которые не были привиты. Родители, чьи дети привиты по календарю, они защищены от ротавирусной инфекции, поскольку у нас уже более 5 лет в календарь прививок включена прививка против ротавирусной инфекции. Чьи дети не получили прививки по возрасту, либо активные антипрививочники, либо даже приезжие из России, у них только в 2 пилотных регионах эта прививка входила в календарь прививок, те, конечно, не защищены никак. Если говорить о состоянии городских пляжей, то на первый взгляд они достаточно чисты. Однако при внимательном осмотре на берегу можно наткнуться на кое-какой мусор. Конечно, многие горожане проявляют сознательность и убирают за собой перед тем, как покинуть пляж. Однако есть и другая категория людей – те, кто не стесняется оставлять после отдыха окурки, бутылки и остатки еды. По словам заместителя администрации города Сухум Автандила Сурманидзе, сотрудники городских коммунальных служб проводят работы по очистке прибрежной территории
территории каждый день с 5 часов утра. Каждое утро в 5-6 утра наши службы убирают мусор. Бывает такое, что люди утром приходят отдыхать, купаются, они приносят с собой еду, могут оставлять мусор. Это вполне возможно, там бутылки пластиковые, стеклянные. Вполне возможно, могут оставлять, но службы ходят, подбирают. Сейчас вот каждую минуту не могут подбирать, но каждый час-два после этого, как убирается берег, значит, есть, которые подбирают, за ними ходят. Что касается раздевалок на набережной, то их состояние пока оставляет желать лучшего. Однако столичная администрация планирует заменить старые раздевалки на новые. Тут раздевалки стояли везде, ломают, разламывают. И это очень неприятно нам. Потом мы заново восстанавливаем, заказываем. Новые раздевалки, да, мы предусматриваем. Я думаю, что в ближайшее время везде будут стоять раздевалки. Как известно, пляжи – неотъемлемая часть имиджа любой туристической страны. Кроме того, от их санитарного состояния зависит комфорт и безопасность отдыхающих. Поэтому прежде чем бросать мусор, где попало, стоит подумать об этом. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.